Это редчайшие случаи, когда мы приглашаем человека, который не в области экономики, в области политики и в области вооружения. В данном случае, пожалуйста, представьтесь. Так, меня зовут Григорян Тигран Гекторович, я являюсь президентом международной организации военно-патриотический блок «Гвардейская звезда». Слышно, да? Хочу всех женщин поздравить от наших лиц. Многие поздравляли, Нурат Григорьевич тоже поздравлял. От всех нас, милые женщины, милые дамы, поздравляем вас с прошедшим праздником. Я хотел бы немножко мое выступление, как бы часть официальная, часть беглая, начнем. Это пример с Нурата Григорьевича. Бегло пройдусь, мне очень понравилось все выступления. Левон Андреевич очень красиво выступил, дал характеристику, что наша освободительная борьба была, национально-освободительная борьба. И в этой ситуации, что мы оказались, потому что у нас не было национальной стратегии, вот у китайцев есть, у японцев есть. И поэтому мы вот оказались в такой ситуации, когда вот 3 года у нас было бесправие, была армянская национальная армия, потом Нурат Григорьевич ему дал государственный статус по приглашению, то есть 3 года было бесхозяйственность, потом 10 лет, ровно 10 лет Левон Тел-Петросян возглавлял, потом 10 лет Кочарян, 10 лет Серж Саркисян, и сейчас 3 года Никол Пашинян. То есть прошел цикл. 3 раза по 10. Нет, да, я говорю потому, что не было национальной концепции. Перейду к вашему выступлению. Я просто золотыми нитками все слова у меня в голове запечатлились. Согласие, вот российско-армянское согласие, да, она имеет глубокие исторические корни. Анна Византийская, сестра Барсега, Вазилий II, вышла замуж. И мы на братской основе поделили древний мир. Вот Барсег взял, вот так линейкой поделил, левая сторона как бы отошла нам, правая, поэтому правая слава перешла к России, они поэтому крестятся справа налево, а мы слева направо. Мало кто об этом знает. И как раз, когда он начертил по Кавказскому хребту, как раз вот Крым попал в эту сторону, русскую часть, и мы в качестве приданой, мы армяне, тогда в Византии правила армянско-македонская династия, ветви которого от самого Александра Македонского идут, это самое, в качестве приданого пошло к России, и там началось скрещение, именно вот оттуда началось скрещение. Туда мы имеем очень глубокие, тесные взаимоотношения. Павел Семенович очень красивую характеристику дал, сравнил апостольские имена, и я вот смотрю, как раз мы состоим из 12 членов, это очень похоже как апостольский стол или круглый рыцарский стол, и не дать в конце нашего всего выступления какую-то доктрину через посольство, я думаю, будет с нашей стороны неправильно. Если я что-то неправильно сказал, Павел Семенович, можете, конечно, мне исправить. Я как молодой с большим удовольствием приму вот это самое. Относительно Марта Юрьевича очень трудно что-то сказать человеку, который номинант Нобелевской премии, но однако я хотел тут что-то добавить относительно 3 прав. Да, существует римское право, морское право киликийских армянских пиратов, которые у нас британцы украли с нашими армянскими киликийскими кораблями, и флаг британский, это есть киликийский флаг, и пираты это были не пираты, это были всего лишь таможни. И сейчас тоже, если через таможню проведешь что-то, которое не зарегулировано, тоже будет конфисковано. И поэтому киликийские пираты, когда не получали как бы пошлину, они взимались вот относительно вот этих прав. Но еще существовало 3 право, о котором мы все забываем, это византийское право. Византийское право поделено между Россией и между Арменией. Это я рассказал, Барсег
то есть Вазилий II поделил мир, и мы как братья, не как вассалы тогда. А почему эта история была, я всего 1 минуту займу, когда российский царь, это самое Ясное Солнышко, хотел создать государство, Владимир Святославович, ему нужно было получить легитимность, а в то времена не было ООН, были конфессии, было 3 конфессии. Римская конфессия, Папа Римский, была византийская конфессия и ислам. То есть Россия должна была принять ислам. Один из вариантов было бы русский исламский халифат. Если бы принял бы Папу Римского, то это римское право, то есть целовал бы руки Папе Римскому. И поэтому Владимир Святославович, как мудрый царь, он принял византийское направление, потому что здесь целовать руку не приходилось, и мир был поделен по-братски на 2 части. Это очень важный аргумент, о котором не говорится. И я письмо писал президенту, что Владимир Святославович, когда стоит памятник, необходимо, чтобы рядом с ней была Анна Византийская, ведь без этого союза не могло вообще состояться государство российское. Вот я хотел вот так бегло как бы сказать то, что от сердца. Я хочу сейчас прочитать всего на 1 листе. Уважаемые дамы, господа, офицеры, генералы, на протяжении истории человечества все люди на земле с момента его сотворения, и даже в Библии пишется, как яблоко упало с дерева. Однако вместо змеи-искусителя источником знания только Ньютону удалось описать это физическое явление падения предмета с высоты. Арташесу Давидовичу на 5 языках изложить эту экономическую формулу, которая наилучшим образом могут изменить жизнь всего человечества, а в частности Армении. Я убежден, что этот труд ляжет как пособие для экономистов, так и для дипломатов. От себя лично я бы хотел добавить и попросить. Предлагаю вам, как великих мужей своего народа, как патриотов, присоединиться всем нам к отставке премьер-министра Республики Армения Николы Пашиняна, который требует подавляющее большинство армянского народа, президент Армении Армен Саркисян, начальник генштаба Они Гаспарян, все генералы 5 корпусов вооруженных сил, армянская апостольская церковь в лице католикосов всех армян Гаригина II и Киликийское армянское царство в лице Арама I, весь политический и общественный бамунд в Армении и в Тюркии. Требуя отставки отнюдь не значит, что мы присоединимся к каким-то партиям и движениям. При необходимости мы готовы построить мосты для урегулирования данного политического кризиса между властью и народом, для недопущения революционного решения, а в рамках эволюции выхода из данной тупиковой ситуации во благо Отечества. Спасибо. Левон Андреевич очень красиво выступил, дал характеристику, что наша освободительная борьба была национально-освободительная борьба. И в этой ситуации, что мы оказались, потому что у нас не было национальной стратегии, вот у китайцев есть, у японцев есть. И поэтому мы вот оказались в такой ситуации, когда вот 3 года у нас было бесправие, была армянская национальная армия, потом Мурат Григорьевич ему дал государственный статус по приглашению, то есть 3 года было бесхозяйственность, потом 10 лет, ровно 10 лет Левон Петрович возглавлял, потом 10 лет Кочарян, 10 лет Серж Саркисян, и сейчас 3 года и Никол Пашинян, то есть прошел цикл. 3 раза по 10 лет. Ограбили. Нет, да, я говорю потому, что не было национальной концепции. Перейду к вашему выступлению, я просто золотыми нитками все слова у меня в голове запечатлились. Согласие, вот российско-армянское согласие, да, она имеет глубокие исторические корни. Анна Византийская, сестра Барсера, Вазилий II вышла замуж. И мы на братской основе поделили древний мир. Вот Барсер взял вот так линейкой, поделил, левая сторона.
что в данный момент наш военный человек сделал такой, на мой взгляд, не соответствующий сегодняшнему нашему проекту. Поэтому мы переходим экономическую границу, входим в зону политики. Я прошу вас, я принимаю это к сведению, но это не является составной частью нашей деятельности, потому что это дело политиков. Хорошо, на это может обратить внимание уважаемый Эдвард Аганесович, как представитель посла, советник посла. Но в данный момент, в данной ситуации я прошу, чтобы этот вопрос не делать стержневым вопросом, потому что не наше дело. Мы как раз, Мурат Григорьевич правильно говорит, повторяет, что политика это сконцентрированная экономика. Мы сторонник того, чтобы создать такую мощную экономику, а для этого есть силы. Как раз мы можем обратить внимание, уважаемый Эдвард Аганесович, в том, что кроме тех сил, которые сейчас между собой борются, и там это носит имя Никола, или имя Сержа, или имя Роберт, или имя, мы говорим о национальной стратегической идеологии, на основе которой мы должны создать мощную национальную экономику, способную обеспечить нашу государственную безопасность и нашу социальную безопасность. Вот эти, и не зря здесь в нашей экономической науке я включил вот эту формулу «высший закон блага народа». Когда мы будем обеспечивать благо народа, тогда этот высший закон будет функционировать и обеспечить государственную безопасность и военно-промышленное развитие нашей республики. Позвольте на это...